Сёння 18 жніўня і гэта Белсад Зум, дзе зблізка мы пакажам усё вартае вашай увагі. Аліна Коўшчык, добры вечар, вітаю і запрашаю. Давід Сасолі асабіста прыехаў на мяжу з Беларуссю. А байпол раскрывае падрабязнасці аперацыі «Шлюз». С 2010 года 100% она существует, и под каждые санкции эта операция вводится в действие. Ці будзе ўсеагульная стачка? Працоўныя не забыліся. Забастовка может быть только стихийной. Должен быть какой-то момент, в который все станут и выключат станок и скажут: «С меня хватит». Ты наш герой. Святлана, дзеці і беларусы віншуюць Сергея Тихановскага. Сергей Тихановский, несомненно, герой нашего времени. Только вместе мы можем построить страну для жизни. Стоп, таракан! А пачынаем наше выданне з кароткага агляду найважнейшых падзей дня. Затрыманага 2 тыдні таму філосафа і метадолага Владзіміра Мацкевіча абвінавацілі ў грубым парушэнні грамадскага парадку. Гэта 342 крымінальны артыкул. Цяпер яго афіцыйна могуць утрымліваць пад вартаю 2 месяцы, а затым падаўжаць тэрмін, колькі спатрэбіцца. На гэты момант яго трымаюць у СІЗА Наваладарскага. Высветлілася, дзе цяпер двое прадстаўнікоў рэдакцыі «Белапан», бухгалтарку Кацярыну Боеву і былога дырэктара медыа Дмітрыя Наважылава трымаюць у ЦИП на Крэсціна. Боева падазраваная паводле 342 крымінальнага артыкулу. Пасля ператрусаў раніцай затрымалі і іншых іхных калегаў. Рэжым ізноў помсціць праз родных. Сёння затрымалі Міхаіла, брата былога аператыўніка Губазіх Станіслава Лупаносава. Раней Станіслаў асудзіў дзеянні сілавікоў і быў вымушаны пакінуць краіну. Міхаілу, як былому дырэктару будаўнічай фірмы, інкрымінуюць службовы падлог. Гэта першая частка 427 крымінальнага артыкулу. Абсалют-банк, які трапіў пад амерыканскія санкцыі, больш не будзе абслугоўваць карткі віза і рабіць валютныя пераводы, у тым ліку Western Union. Банк належыць набліжанаму да Лукашэнкі бізнэсоўцу Мікалаю Вараб'ю. Рада міністраў Польшчы прыняла праект зменаў у закон пра іншаземцаў на фоне міграцыі праз Беларусь. Ва ўрадзе лічаць неабходным дапасаваць яго да бягучай сітуацыі, гарантаваць унутраную бяспеку і грамадскі парадак у дзяржаве, паведаміў сайт ураду. Учора літоўскі памежны камітэт апублікаваў відэа, як беларускія памежнікі парушаюць дзяржаўную мяжу. Сёння мы з'яўляемся сведкамі яшчэ аднаго відэафакту, а нават скандалу пра тое, як на дзяржаўнай мяжы здымаецца відэа, амаль кіно. А менавіта на кадрах паказана, як 4 мігранты пранікаюць на тэрыторыю Літвы, але нікуды не спяшаюцца. Затым вяртаюцца ў беларускі бок і пачынаюць эмацыйна распавядаць пра тое, як іх збівалі літоўцы. Там усё гэта ахвотна здымаюць і потым паціхоньку выходзяць. Як гэта выглядала у рэчаістасці, прапаную паглядзець разам. Хто вінаваты ў такой гарачай сітуацыі на мяжы з Беларусю? Новую інфармацыю па аперацыі «Шлюз», аказваецца, гэта так называецца, сёння апублікаваў байпол. Так мы даведаліся, хто прыдумаў гэту аперацыю, хто за яе адказвае і як доўга гэта трывае. Глядзіце ў нашым наступным відэаматэрыяле.
Еще в 2010-2011 годах сотрудниками ГУБОПИК МВД были задокументированы факты организации незаконной миграции иностранцев из Республики Беларусь в страны Евросоюза. Были установлены организаторы канала, которыми оказались никто иные, как оперативные сотрудники отдельной службы активных мероприятий Госпогранкомитета АСАМ, так называемого пограничного спецназа, в котором в свое время срочную службу проходили сыновья Лукашенко Виктор и Дмитрий. Понес ли хоть кто-то хоть какую-то ответственность за данное преступление? Конечно же нет. В спешном порядке дела оперучета по данным фактам были изъяты Комитетом госбезопасности, где в дальнейшем бесследно растворились. Более того, организаторы канала незаконной миграции к ответственности привлечены не были, поскольку, как ни парадоксально это звучит, являлись участниками спецоперации «Шлюз» или принятия контрмер в ответ на санкции. В последнее время в связи с большим общественным резонансом было принято решение задействовать пенсионеров АСАМ, которые за вознаграждение 1000 евро за группу из 5 человек участвуют в преступной операции. Если с пограничниками все понятно, то куда смотрит МВД? Кто в данной структуре должен заниматься противодействием незаконной миграции? Вы будете смеяться, но это снова третье управление ГУБОПИК МВД. Диктатор дал отмашку на искусственное создание миграционного кризиса и напряжение на западных границах страны. А приказ о прекращении работы по данному направлению отдал лично министр внутренних дел Иван Кубраков. Послушайте телефонный разговор Михаила Бедункевича с одним из начальников криминальной милиции. Алло, слушаю вас. Добрый день. Здравствуйте, Михаил Петрович. Михаил Петрович, звоню вам по такому делу, может, вас заинтересует. Значит, у нас в Логойске приехали из Африки футболисты. Да. Футболу обучаться. И в итоге 2 футболиста свинтили вчера. Куда? А вот в неизвестном направлении. Начинаем разбираться. Оказывается, в Бресте, в Малорицком районе, такая же ситуация была 5 числа этого месяца. Ага. Ну, я понял тему. Смотрите, как бы лично команда была министром поставлена. Вы знаете это, смотрите, да? Знаете эту тему, да? Нет. Не заниматься миграцией, которая идет транзитной в Европу. Пропали, слава богу. И да, лишь бы они не здесь легализовывались. Все, что едет туда, надо как бы... Я понял, оказываем помощь. Ну, хорошо. То есть вот такая тема. Я знаю эти темы, пока нам паузу сказали. Погибший гражданин Ирака обнаружен в поле вблизи деревни Тислюкишки, примерно в 8 километрах от государственной границы Республики Беларусь. То есть, как минимум, в 1,5-2 часах ходьбы от границы. Отрапортовавший главный государственный судебно-медицинский эксперт Юрий Овсиюк заявил, что причиной смерти мигранта стал геморрагический шок, почему-то забыв об этом назвать время причинения телесных повреждений. Если бы мигрант убегал из лагеря для беженцев, паспорта у него быть физически не могло. Во-вторых, временной промежуток между временем прибытия 2 августа в Беларусь и временем обнаружения трупа 3 августа слишком мал для того, чтобы добраться до границы, нелегально ее пересечь, ходатайствовать о предоставлении убежища и вернуться назад. В-третьих, факт наличия при себе обезболивающих препаратов говорит о том, что, будучи избитым, потерпевший дошел до аптеки, где приобрел медикаменты. Согласитесь, вряд ли в лесополосе на границе есть аптека. Ну и в-четвертых, еще раз обратим внимание на расстояние 8 километров от государственной границы до места обнаружения трупа. Слишком уж оно большое для преодоления человеком, находящимся в предсмертном состоянии. Выстроив логическую цепочку и сопоставив факты, приходим к выводу, что режим в очередной раз нагло лжет. Больш пра аперацыю «Шлюз» мы пагаворым з прадстаўніком ініцыятывы «Байпол» Александром Азаровым. Александр, добрый вечер. Добрый вечер. Александр, вось гэта аперацыя «Шлюз», гэта зараз хіба што такая самая гарачая кропка, гэта заходнія межы Беларусі, дзе перапраўляюць імігрантаў, і фактычна не можам сказаць, што ўвесь заходні свет, але шмат хто канцэнтруецца на тым, што зараз адбываецца на беларуска-польскай, на беларуска-літоўскіх межах. Адкуль вы маеце гэту інфармацыю пра тое, як распрацоўвалася гэта аперацыя «Шлюз»? Ну, во-первых, я сам служил раньше в ГУБОПе и занимался противодействием незаконной миграции. Этим я занимался где-то как раз с 2010 года
по 2019. И мы столкнулись по службе с этой операцией и общались с теми же сотрудниками КГБ, которые пояснили, что да, такая операция существует, она санкционирована и организована сверху, и в нее вмешиваться не нужно. То есть они, когда хотят, запускают эту операцию «Шлюз», поднимают шлюз, запускают мигрантов в Европу, чтобы надавить на политиков для принятия каких-то положительных решений в сторону Беларуси. Колькі яна гадоў існуе ўжо на ваш досвід? С 2010 года 100% она существует, и под каждые санкции эта операция вводится в действие. Цяпер гэта хіба пік гэтай аперацыі, бо гэта хіба амаль адзіны сродак, якім рэжым і дыктатура можа яшчэ ціснуць на заходні бок. Але цікава, з вашага матэрыяла вынікае тое, што і Расія таксама замешана ў гэтай аперацыі, так? Конечно, мы общались с сотрудниками и погранслужбы, и по долгу службы и сейчас, и имеем достоверную информацию, что раньше именно Тертель, вот мы в своем видео это изложили информацию, проходил обучение в Российской Федерации, имеет там знакомство, и вот именно он, Иван Тертель, придумал эту спецоперацию вместе с россиянами. То есть у нас, если взять противодействие незаконной миграции, то всегда Беларусь была страной транзита, и все мигранты ехали из России, потому что не существует белорусско-российской границы. Всегда мигранты приезжали первоначально в Москву, где все время были огромное скопление нелегалов. На тех же рынках было до 30 тысяч вьетнамцев, по нашей информации. Вот, и множество ждало как раз именно какой-то возможности попасть в Европу. И ФСБ России как раз этим и занималась, взаимодействие с КГБ и Асамом погранкомитета. Цяпер жа сітуацыя змянілася, і гэтыя нелегалы, яны наўпрост трапляюць у Менск самалётамі з розных краінаў. Ці цяпер у звязку з сітуацыяй у Афганістане можа неяк змяніцца гэта сітуацыя, ці не, на вашу думку? Но Афганистан всегда использовал Москву как город транзитный, и они ехали первоначально в Москву, и потом уже ехали через Беларусь. Вот я думаю, что в настоящий момент поднялся такой шум по этому поводу, и мы вот и записали видео, потому что информация очень актуальна. Вот если вы слышали, Жириновский высказывал там какие-то мысли, что нужно открыть границу и весь Афганистан запустить в Европу. В принципе, все возможно. Но мне кажется, что в связи с большим общественным резонансом, если сейчас Афганистан повалит, то все будут это связывать с Россией. Таксама ў сваём відэа вы расказваеце больш падрабязна пра смерць мігранта. Вось, якія там несастыкоўкі з той версіяй, якую выказвае афіцыйны Менск? Но само нахождение трупа мигранта говорит о многом. То есть 8 километров от границы. Власти заявляли, что они нашли человека на самой границе, и он перешел буквально границу, там упал и умер избитый. То есть это все не соответствует действительности. Этого человека заметили местные жители еще в нескольких километрах от той самой деревни и сообщили в милицию о том, что иностранец бродит по лесам и по болотам. Вот, и когда его нашли, он уже умер, и при нем вы видели, мы дали информацию, что находились лекарства, которые на границе никак не купишь. То есть он находился в каком-то населенном пункте, где есть аптека. Если вы знаете, в белорусских даже деревнях навряд ли вы найдете аптеку. То есть он был в городе в каком-то. Уже после того, как его избили, он добрался до города, купил эти лекарства и ходил дальше вблизи границы. Несостыковок очень много. Вот. И тоже, что у него находился при себе паспорт, который изымается всегда пограничниками. Если бы он перешел границу, и первым же делом бы у него забрали литовские пограничники паспорт. А вот никто у него паспорт не забирал. Соответственно, его не задерживали. Он границу не мог перейти физически. И кроме того, промежуток времени, он прилетел 2-го, а 3-го его уже нашли. Он не мог так быстро приехать к границе, пересечь ее и вернуться обратно, еще зайти в какой-то город, купить лекарства, потом опять пойти куда-то в лес.
То бок хто рэальна можа стаяць за ягонай смерцю? Но мы думаем, тут два варианта. Либо его товарищи, так называемые, возможно, у него были какие-то деньги с собой, а они у него могли... Это криминальный мотив может быть, да? Но может быть и мотив власти. Мы знаем, что сейчас власть, тоже задержание там Протасевича, создает какие-то триггеры и пытается обвинить Европу в различных преступлениях. И власти очень выгодно эта смерть показать, что вот мы такие заботливые, помогаем мигрантам, а их европейцы убивают. То есть, на наш взгляд, могут быть два таких варианта. Што можа прывесці да таго, што гэты шлюз аперацыя зачыніцца? Альбо спыніцца, прынамсі? Бо зараз яна ў такой вельмі гарачай фазе. Но если раньше шлюз закрывался, когда власть получала от Европы то, что она хотела, какие-то решения, снятие санкций или смягчение санкций, или получение денег на обустройство границы, то сейчас непонятно. Но видно, что сейчас власть не планирует останавливать этот поток, закрывать этот шлюз. Сначала мигрантов они направляли в Литву. Это даже видно по потокам. Почему-то, если раньше, когда была миграция без участия властей, то мигранты как шли как в Польшу, Литву, в Латвию. Не было какого-то одного направления. Они задерживались везде. Теперь же вы видите, что они целый месяц задерживаются в Литве. А когда Литва начала возмущаться, и много проблем у власти появилось, они взяли, переформатировали направление на Латвию. То есть уже в Латвию отправили. И сейчас то есть это видно, что регулируются потоки. Сначала одна страна, потом другая. Ну, да Польши таксама даходзяць некаторыя, можа, цяпер яшчэ не такія вялікія групы, але і ў Польшы выклікае гэтая справа вялікі резонанс. Вось хто персанальна адказны за гэтую аперацыю «Шлюз»? Персонально Иван Терцель, он организатор этой операции в Республике Беларусь конкретно. То есть он дает команды подчиненным сотрудникам КГБ подыскивать нелегалов, а дальше он их передает сотрудникам ОСАМ. То есть председатель погранкомитета также причастен и командир ОСАМ действующий. То бок, як можна назваць тое, чым зараз займаюцца прадстаўнікі права? Зараз яны пераправляюць нелегалаў, так? То бок, гэта як бандыцкае групаванне? Это уголовное преступление. Статья 371 прим. 1. Организация незаконной миграции. На гэтым, я думаю, што можна паставіць кропку. Дзякуй вялікі вам, Александр, за вашу працу. Поспехаў і чакаем новых расследаванняў. Спасибо. Удачи. Белстат засакрэтыў статыстыку па некаторых паказніках, такіх як беспрацоўе, смяротнасць і страхавыя ўнёскі. Але самае галоўнае ў гэтай навіне гэта тое, што мы таксама не будзем ведаць, у якім стане цяпер знаходзяцца галіны, якія трапілі пад санкцыі. А гэта нафта, нафтаперапрацоўка і калійнае ўгнаенне. Чаму улады хаваюць праўду, тлумачыць эканаміст Сергей Жбанаў. И калийная отрасль, в частности, внешняя торговля калием и калийными этими удобрениями, нефтепродуктами. Это всегда были основные, во-первых, статьи дохода бюджета страны. И прежде всего, конечно, это были основные статьи поступления валюты, то есть выручка за счет продажи этих товаров, которые поступала экспортная. Это были, да, вот эти две, как говорится, товарные группы здорово, как говорится, в этой части помогали нашему бюджету и наполнению, в частности, закромов валютой. Если кто-то скрывает какую-то информацию, то здесь, если проводить параллель с жизнью, то обычно человек, если это делает, то он или скромничает, не желая показывать свои успехи, или наоборот стыдится, не желая показывать свои неудачи. Тут ответ может быть только один. Год таму стачкі ахапілі большасць найбуйнейшых беларускіх прадпрыемстваў. Як гэта праходзіла і што адбываецца на іх зараз? Пра гэта сёння мы паразмаўляем з прэсавым сакратарем правкама МАЗа Сергеем Гульцовым. Вітаю, Сергей. Вітаю.
Сергей, як вы узгадываете падзеі гадавой даўніны? Што было самае яскравае, можа, што было самае натхняльнае ці самае страшнае? Я помню, как готовились к выборам. Люди на самом деле разговаривали с членами избирательных комиссий от крупных предприятий, да, от МАЗа, от МТЗ, члены комиссии нескольких участков набирались, и люди действительно с ними разговаривали, спрашивали, надеялись на то, что они будут честно считать голоса. Поэтому, когда 9-го произошло то, что произошло, а 10-го и 11-го люди, после 10-го и 11-го люди, рабочие, узнали о той жестокости, которая происходила на улице. В среду после выборов 12 августа на МАЗе произошел такой стихийный сход. Было тысяча или 1500 работников потребовали встречи с руководством. Была сцена, были вопросы, которые задавали руководству, были требования, которые позже стали общенациональными, 3 требования. Честные выборы, освободить политзаключенных и ответственность для тех, кто делал репрессии. Это было неожиданно для всех. Я думаю, что и для каждого, кто вышел на этот сход тоже. А што адбывалася пасля? Чаму всеагульная стачка не атрымалася? Вось як зараз вы гэта бачыце? Видимо, именно потому, что это было неожиданно для всех. Никто не ожидал, что вместе с ним выйдут еще 1000. Люди попытались договориться. Администрация была растеряна. Генеральный директор МАЗа обещал ответить на все вопросы, обещал, что никто не понесет наказание за выражение своей гражданской позиции. И люди решили, что им стоит действительно попытаться договориться по-хорошему. Но вместо этого началось давление, репрессии, увольнение. А гораздо сложнее противостоять. С одной стороны, была организованная госмашина, а с другой стороны, стихийно вышедшие люди. Им поодиночке было сложно противостоять вот этой вот машине репрессивной. Думаю, поэтому. За гэты год як змянілася ваше прадпрыемства? Ці шмат людзей звольнілі? І якія зараз настроі працоўных? Уволено было достаточно много людей, причем уволено именно за участие в стачке относительно немного. Там около 1,5 десятков. Еще до 50 человек уволили в более спокойном режиме. Их заметили за какими-то протестными активностями. А в целом при этом число работников на МАЗ сократилось на несколько сотен человек. Точной статистики у меня нету. Людей можно было сбить накал вот этой активности, но и даже добиться того, что люди открыто не выражают свое мнение, они сейчас открыто не выражают свое мнение, но нельзя добиться того, чтобы людей это устроило. Ці вы бачыце цяпер перспектыву таго, што сапраўды працоўныя Беларусі здолеюць вось зрабіць гэту працу над памылкамі, аб'яднацца і ўсё ж такі давесці да таго, каб стачка з'явілася, яна была значнай, агульнанацыянальнай, в якой бы взялі ўдзел большасць прадпрыемстваў. Пра гэта кажуць шмат хто з палітыкаў, шмат хто з тых людзей, хто жадае дэмакратычных зменаў у Беларусі, кажуць, што адна з самых вялікіх надзеяў менавіта зараз на стачку. Я отвечу честно, я не знаю. Общая многонациональная стачка, забастовка, для меня это совершенно непредсказуемая вещь. Она может быть в условиях репрессий, в условиях, когда на предприятиях ежедневно в течение нескольких месяцев приходят сотрудники МВД и вводят на допросы рабочих по одному, тех, кто был хоть как-то активен.
забастовка может быть только стихийной. Должен быть какой-то момент, в который все станут и там, выключат станок и скажут: с меня хватит. Я не могу это ни предсказать, ни каким-то образом, не знаю, там, подтолкнуть людей к этому. Но я точно знаю, что работу над ошибками провели люди, точнее, провело само время. Это был такой горький опыт. Люди поняли, что нельзя рассчитывать на случайность. Есть ежедневная работа по защите своих прав. Мелочи у вас отнимают немного, сопротивляетесь этому. И вот из таких мелочей складывается солидарность. А во что потом эта солидарность, скажем, выливается, да, в общенациональную стачку или в профсоюзные работы, или во что угодно, это уже непредсказуемо, это уже зависит от внешних событий. Час пакажа. Дзякуй вам за гэтую размову. Поспехаў у яднанні ўсіх працоўных. З намі на сувязі на зуме быў Сергей Гульцоў, спікер, прэсавы сакратар правкама МАЗ. І так мы працягваем далей Белсатзум. Цела Константина Шишмакова знайшлі валанцёры пошукавага атраду «Анёл» роўна год таму у 30 кіламетрах ад роднага гораду. Гэты малады чалавек стаўся 6-й ахвяраю пратэстаў у Беларусі. Сёння мы прапануем вам расповед ягонага бацькі Андрэя з успамінамі пра сына і пра ўвесь гэты цяжкі год. Все, что было в комиссии, это мы узнавали постфактум, то есть он позвонил вечером. И про протокол он сначала сказал, что он отказался подписывать, а уже потом вечером, когда закончилось, когда он шел домой, позвонил, он, я даже сказал бы, с какой-то злой иронией сказал, говорит, что оказывается я его подписал. Куча каких-то бумаг еще в середине дня, не к концу выборов. В середине дня подписал вместе со всеми пустой протокол незаполненный. Он и тот парень, который сейчас якобы отказывается от всего этого. Я даже не буду говорить его фамилию, потому что он от всего отказывается. Зачем? Вот. Он не хотел его подписывать, но на самом деле его подпись стоит в протоколе. Обманным путем ему дали, он подписал это, его обманули. Подписал в середине дня пустой протокол. А там дальше уже дело техники. И не из-за протокола, там в основном начались трения у него в комиссии и давление на него. А вот именно из-за этих 500 бюллетеней, которые его же не в помещении избирательной комиссии просили их кинуть. Его вывезли с территории вообще этой школы второй, по-моему, второй. И вообще в каком-то другом месте ему дали эти протоколы, чтобы он зашел и вкинул. Вот это он не отказался делать. И вот именно с этого все началось. Основная версия – суицид. Следствие пытается это сделать по семейным обстоятельствам. Они старались, очень сильно старались обвинить невесту во всем, в плохом отношении к нему. Ему было тяжело. Во-первых, Маша, мы ее любим, жена его, и мы ее прекрасно понимаем, но она как женщина, как мать, он собрался увольняться, она это восприняла не очень, потому что, вы сами понимаете, сейчас с работой тяжело в Беларуси, так просто уволиться и можно остаться неудел. Вот. Но все равно он собирался увольняться. И именно вот после, не из-за того, что маленькая зарплата, тяжелая работа, нет, именно вот после этих выборов. А вообще все его отношение после 9 до 15 можно описать одной фразой, которую он несколько раз по телефону говорил. Не один день, а несколько дней повторял. Он матери говорил, не мне. Он говорил: мама, ты не представляешь, в какое дерьмо меня окунули. А проблемы его восприятия белорусской власти начались еще задолго до 9 августа. Когда он стал директором, и когда ему пришлось выполнять все это несоответствие всех этих приказов, указов, когда он понял, что некоторые указы противоречат один другому, но оба действуют, когда он понял, что ни один закон у нас
не соответствует Конституции, и плюс вот эти вот трудовые законы, пенсионные, годовщина. В субботу было в Мостах панихида, в понедельник в костеле Волковыске Святого Вацлава было панихида. Кстати, хочу отметить, что после того, как в Телеграм, по-моему, было выложено в группе Волковыск Лайв в воскресенье вечером, что будет по кости служба поминальная в костеле Святого Вацлава в Волковыске. Людей-то немного было, но это не важно. Во время службы в костел пришли 6 молодых людей спортивного вида, которых никто не знает. Но я уверен, что они пришли не на поминальную службу, потому что они осмотрели костел, увидели, что народу немного, ничего, развернулись и ушли. Знаете, у меня 2 инфаркта, ишемия, аневризма аорты. У меня очень много диагнозов сердечных, но я не умру, пока люди не узнают. Я эту правду уже знаю. Я разговаривал с людьми. Вообще, нашему государству нужно понять, что даже самые преданные ему люди, и те начнут рано или поздно гореть. Это человеческая натура такая. А чтобы по прошествию времени никто не сможет молчать. Они расскажут все. И в Костином же случае я знаю, кого винить, как винить, но я придерживаюсь того, что все равно обвинение должно быть государственное. Порицание может быть человеческое, а обвинение государственное. А то, что у нас изменится государственная система, я не сомневаюсь. Как вы говорите, я упевнен, не знаю, на всю жизнь. И сколько я живу, я знаю, что все поменяется. Все идет к концу. И вы видите, и мы видим. Все идет к концу. Только другой вопрос. Беда, что пока этот конец еще пострадает много-много людей. Я как услышал про Шишова, я пошел по тем людям, которые мне не верили. И, знаете, многие из них поверили, что это не случайность и это не какая-то глупость, а это показательные казни, это уже входит как-то в обыденность в нашем государстве. Беларускія спартоўцы ўцякаюць за мяжу, гэта не секрэт і выпадак абсалютна не адзіны. Можа, менавіта таму Міністэрства спорту Беларусі, так званае Міністэрства спорту, цяпер забараніла спартоўцам выязджаць за мяжу. Але некаторыя спартоўцы ўжо паспелі з'ехаць, як, напрыклад, гандбаліст Константин Яковлев, які цяпер знаходзіцца ва ўкраіне. У чэрвені ён адбыў арышт, потым быў крымінальны пераслед і рашэнне аб выездзе. З нашымі корэспандэнтамі ў Киеве Константин прагутарыў пра чыноўнікаў ад спорту, пра пагрозы, пра страх, а таксама пра падтрымку ад сваіх суайчыннікаў. Все вот эти вот мои высказывания, моя гражданская позиция, она как бы шла конкретно именно на меня. Команда в свое время сделала определенный шаг, за что я уважаю как бы ребят. Отказалась выходить на матч в тот день, когда задержали Елену Левченко, потому что это уже полный беспредел было. Ну и играть, делать вид, что в стране ничего не происходит, мы сделали, что сделали. Я еще раз повторяю, всех за это очень сильно уважаю, ценю лично каждого игрока. Меня зовут Константин Яковлев, главный тренер гандбольной команды «Витязь». Скажите, для кого нужен спорт? Для кого мы играем? Лично я считаю, что мы играем для зрителей, для болельщиков, для нашего народа. А нашего болельщика сейчас избили, унизили, оскорбили, еще и обманули. А разве сейчас не то время, когда мы должны стать на сторону болельщика? Был такой звонок со стороны нашего председателя Белорусской Федерации гандбола Владимира Коноплева, где он мне говорил о том, что вы ничего не понимаете, куда вы лезете и так далее, какой-то геополитики, о истории. Но это было, я слушал его, и я ему пытался объяснить, что каким это образом связано с моей гражданской позицией, с моим мнением, что я там что-то
делаю не так. Ты же знаешь мое отношение к президенту, он сказал. На что я просто сказал, что, Владимир Николаевич, мое отношение к вам и ваше отношение к президенту – это разные вещи, и я думаю, что нам с вами не о чем больше разговаривать. Больше как бы звонков не было. Я знал, есть даже телефонные записи, где, разговаривая с другими ребятами, представителями гандбола, он очень сильно меня оскорблял и в некорректном тоне выражался. Просто за то, что я считаю, что выборы были нечестными. Здесь все вот внутри, совесть человека. Почем твоя совесть, спортсмен? У меня такой стих есть. Ведь все говорили, что ты супермен. Все круто идет внутри нашей страны, но кто-то решил, что ты вне игры. Не лезь, не мешайся. Это дело не ваше. Дотации, ставки и премии важны. Но мне не угнаться за такими, как ты. Сделали какой-то чат, пригласили туда, добавили спортсменов, сказали: ребята, давайте будем вместе с людьми, с народом, кто хочет, давайте вместе. Все, в такое-то время давайте стартанем вот оттуда и пойдем все вместе централизованной колонной. Все, нарисовали плакат, я уже даже не помню, кого-то попросили, там нарисовали этот плакат, эмблему свободных спортсменов. И все, народ чемпион, у нас там был потом «мы играем честно», ну, то есть нормальные фразы. То есть, мы видели, как там ВДВшники ребята ходили, такой колонной общей. Это, дух захватывает. Я уехал 1 августа. 2021 Да. Я уехал, потому что я понял, что первое, в стране мне оставаться небезопасно, потому что были прямые угрозы. Второе, я понимал, что лучше бы мне быть за границей, но на свободе и продолжать, так скажем, вести вот эту вот борьбу против режима, нежели оставаться и, черт возьми, я не знаю, там, что со мной могло бы быть. Другі дзень народзінаў за кратамі. 43 гады сёння споўнілася Сергею Ціхановскаму. Пра гэтую дату памятаюць ягоная жонка, ягоныя дзеці, а таксама беларусы, якія запісалі багата відэо і фотаздымкаў у падтрымку палізняволенага. Прапаную вам разам паглядзець і павіншаваць, прынамсі ў сэрцы, Сергея Ціхановскага з днём народзінаў і пажадаць хутчэйшага вяртання на волю. Здравствуй, мой дорогой Сергей. Это такое странное чувство уже второй раз не иметь возможности поздравить тебя лично. Собрать всех друзей на твой день рождения, чтобы ты, как всегда, был хозяином торжества. Сергей Тихановский, несомненно, герой нашего времени. Человек, самым непосредственным образом повлиявший на ход истории нашей страны. Рассказал о социальных проблемах, похороненных молчанием, запуганных на протяжении 27 лет белорусов. Отражал то, что есть на самом деле в нашей стране, а не то, что показывает по Геббельс ТВ. Наши дети, Корней и Агния, тоже стали на год старше. И ты всегда рядом с ними в воспоминаниях. Как ты катал их на лодке на море, на квадроцикле, как построил им домик на даче. И хотя они прекрасно понимают, где папа, не проходит ни дня без вопроса, когда ты вернешься домой. Твое имя стало символом свободы, добра, справедливости. Сергей Тихановский для меня – это символ победы, символ храбрости, мужества. Это настоящий белорус. Я хочу сказать вам спасибо, ведь именно вы сплотили нас в этой борьбе против лжи и насилия, отравляющего нашу прекрасную страну вот уже почти 30 лет. Мы хотим пожелать ему здоровья, выдержки, терпения и скорее побачить свою семью, свою жонку, своих детей. А сегодня мы вместе хотим поздравить тебя. Ты наш герой. Мы очень любим тебя и скучаем по тебе.
Мой папочка любимый, ты очень дорог мне. Ты сильный и красивый, как рыцарь на коне. Ты сможешь, точно знаю, помочь и защитить. Таким прекрасным папой лишь ты способен быть. И желаю всей душою здоровья, долгих лет. И я горжусь тобою. Ведь лучше папы нет! Зараз ми разом. І менавіта разом мы побудуем краину для жыцця. Только вместе мы можем построить страну для жизни. Стоп, таракан! С днем рождения, Сергей! Разбуры, турмы, муры, прагнешь свободы, то бяры. Мур хутка рухне, рухне, рухне и поховае свет старый. Разбуры, турмы, муры, прагнешь свободы, то бяры. Мур хутка рухне, рухне, рухне и поховае свет старый. С днем рождения, Сергей Тихановский! Жыве Беларусь! А пакуль жа найлепшы падарунак усім палідзняволеным – гэта наша барацьба за іх хутчэйшае вызваленне і лісты. Пішыце і не спыняйцеся. Дзякую за ўвагу і да сустрэчы ў Зуме ўжо заўтра.